Говорит и показывает Алдан, лыжная столица третьей республиканской спартакиады по зимним видам спорта. Вчера в городе проходили проводы зимы, но похоже она решила задержаться красивым снегопадом. Кстати, о красоте. В Алдан приехало большое количество привлекательных девушек, поэтому мы объявили конкурс «Снежная королева спартакиады». Нерюнгри, присоединяйтесь! Алдан, мы с удовольствием присоединимся, но чуть попозже. У нас сегодня с утра солнышко выглянуло, легкий снежок и теплая погода. По каким видам у вас сегодня соревнования? У нас прошли соревнования по спортивному ориентированию, лыжной гонке и по зимнему многоборью. Как обычно, на месте стартов работала наша съемочная группа, и сегодня мы не только наблюдали за соревнованиями, но и сделали доброе дело. На горном склоне застрял автомобиль сборной Хангаласского района, и наш водитель предложил помощь и мастерски вытащил машину из дорожного плена. Молодцы! А у нас сегодня соревновались горнолыжники, хоккеисты и участники Северного троеборья по метанию аркана. Также проверили готовность трассы для сноуборда. Завтра здесь пройдут соревнования по слалому. Ну а сегодня начался финальный этап хоккейного турнира. Нестандартная система игр и жаркие баталии в сюжете Павла Танина. 2 дня группового этапа выявили безоговорочных лидеров и стали сборные Нерюнгринского, Мирнинского, Алданского районов и города Якутска, что никого не удивило. Сейчас эти команды будут бороться в финальной подгруппе за 1-4 места. За 5-8 места турнирной таблицы будут мериться силами сборной Ленского, Намского, Тампонского и Хангаласского районов. За последние 3 места сразятся игроки из Чурапчинского, Мегино-Хангаласского и Усть-Алданского районов. Таким образом, в финальной части турнира судейская коллегия решила отказаться от системы плей-офф на вылет. В связи с большим количеством команд и малым сроком проведения пришлось выбрать эту форму, чтобы уложиться в сроки и чтобы все команды сыграли, посмотрели свое мастерство. Сегодня прошли первые игры группы лидеров. Сейчас заканчивается матч между командами Нерюнгринского и Алданского районов. До этого на лед выходили сборные Якутска и Мирного. С первых минут завязалась жесткая борьба за победу. На скамейке штрафников побывало 3 игрока только за первый период игры. Сражение завершилось со счетом 6-3 в пользу сборной Якутска. Начало финального этапа особого внимания зрителей не привлекло. Сегодня на трибунах в основном члены других сборных команд. Это неудивительно. С самого первого дня соревнований люди ждут матча между фактически историческими противниками, командами Нерюнгри и Якутска. Матч состоится на этой площадке уже послезавтра. Спасибо, Нерюнгри, а у нас сегодня состоялось второе испытание для многоборцев, и участники мерились силой в 2 дисциплинах. Мужчины в подтягивании, женщины в отжимании. Напомним, что этот вид физической культуры относится к нормам ГТО. И, например, мужчины от 18 до 28 лет для золотого значка должны подтянуться не менее 13 раз. К перекладине отправился и наш корреспондент Влас Сергеев. 7, 8, 9. Нет, а что ты смеешься? Что ты смеешься? Думаешь, лучше меня справишься? Давай тогда на турник. Давай. 7. Есть 7. 8. 8. До конца. 9. Итак, подводим итоги. Мне удалось сделать 9 повторений, что является результатом на бронзовый значок. Что касается моего оператора Вительчака, у него аналогичный показатель. Ну что ж, мы справились. Кто молодцы? Мы молодцы. Идем работать дальше. В отличие от нас, спортсмены-многоборцы в своих подходах без труда выполнили норматив на золотой значок и даже не думали останавливаться на достигнутом. Перед участниками стояла задача выполнить максимальное количество повторов за отведенные им 4 минуты. Мало тренировался, когда, если бы, допустим, побольше времени, лучше, конечно, получилось. Те же 4 минуты были отведены женщинам для зачетных отжиманий от скамьи. У женщин и девушек для успешной фиксации попытки спина должна быть прямая, ноги вместе, а грудь должна коснуться скамейки. В целях сохранения интриги соревнования к зачетной попытке в зал впускали строго по одному спортсмену. Перед началом выполнения упражнения судьи проводили подробный инструктаж. По итогам 2 этапов многоборья состав лидеров практически не изменился. Первое место по-прежнему занимает нерюнгринская команда.
Сегодня у нас прошли соревнования по самому северному виду спорта. Метание аркана – один из захватывающих и интересных видов северного многоборья. Удалось ли кому-то закинуть аркан на хоре, расскажет Розалия Борисова. Метание аркана на хоре смело можно назвать самым северным видом спорта. И абсолютными лидерами здесь по праву считаются те, для кого метание аркана не просто вид спорта, а часть уклада жизни. У нас словенка в крови это. Мы как возьмем этот аркан и начинаем кидать, и все, у нас получается. Дедушка, он оленей держит и стадо свои. Я постоянно туда езжу, кидаю. С 15-метрового расстояния аркан из оленей кожи нужно закинуть на 3-метровый хорей. На все это дается 5 минут. Перед тем, как начать метать аркан, его нужно правильно собрать. И давайте посмотрим, как его собирают. Что нам нужно делать? Аркан нужен. Так, вот так. Длина аркана от 20 до 30 метров. При подготовке, в зависимости от погоды, делают от 10 до 15 кругов. Если ветер будет, тогда побольше делаем круг. Или без ветра, поменьше, как спираль собирается. И оно хорошо открывается. Большую роль играет и толщина аркана. Если ветер есть, то тонкий аркан. Ну, тонкий такой. И если ветра нет, то тяжелым арканом надо кидать, чтобы долететь, докидать. Все, теперь мы готовы подойти к стартовой линии. Уже перед броском многие спортсмены начинают разговаривать с арканом. Прошу, и ветер. В этом соревновании все зависит от удачи и от ветра все. И только потом можно закинуть аркан. А в Алдане кипели нешуточные лыжные страсти. Психологический настрой спортсменов сбивал непрерывно идущий снег. Двое лыжников, фаворитов предварительных забегов, сегодня упали на подходе к финишу. Дала сбой нервная система, и причина тому в первую очередь плохая видимость из-за снегопада. Аномально теплая погода, которая царила в Алдане на прошлой неделе, сменилась в дни соревнований. Сегодня нет такого ветра, как вчера, но зато идет снег, и это явно повлияет на состояние лыжни. Невысоким и легковесным спортсменам мягкая лыжня нипочем. Зато их высокие и тяжеловесные товарищи, наоборот, больше любят жесткую лыжню, ведь на мягкой они проваливаются. А вот чемпион Дальнего Востока Иван Пальцев делает ставку только на себя и не боится ни мягкой лыжни, ни снегопада. Да, конечно, меня ничего вообще не пугает. Я ко всему готов. Такую самоуверенность проверит трасса и покажет финиш. А пока судья на старте отправляет первые заезды. Вот такими резкими движениями спортсмены и открывают старт гонок. Женщины-юниорки бегут 1200 метров, мужчины-юниоры 1400. Все свободным стилем. 5 километров, например, да, спортсмен свободным стилем бежит где-то за 11-12 минут, а классическим стилем 5 километров он бежит где-то 17-18 минут. Итог финальных заездов таков. Среди мужчин и юношей победителями стали члены сборной СВФУ, а среди женщин и девушек хозяйки трассы сборная Алданского района. Сегодня повезло очень сильно, конечно. Вот, очень счастлив сейчас. А вы довольны своим выступлением? Очень. Я думал, последний заеду. Алдана, а из-за падения лидирующих спринтеров не поменялся призовой пьедестал? Нет, потому что сюда, в Алдан, прибыли звезды Якутии по лыжным гонкам, и предварительный расклад фаворитов выглядел достаточно большим списком. Алдан, у нас не менее интересные соревнования прошли и по горнолыжному спорту. Участники соревновались по специальному и параллельному слалому в личном зачете. В техническом плане трасса более сложная, поэтому на старт вышли самые опытные и смелые спортсмены. Нургуяна Егорова продолжит. Как говорят сами участники, сегодня погода подходящая. И снег на трассе, и тепло. Лыжи тоже, в принципе, готовы, намазаны парафином с температурой 0-5 и заточены канты для того, чтобы эффектно пройти повороты. Желаем удачи! Сегодня горнолыжникам предстоит пройти 250 метров и 34 ворот. У
нас главное тут не победа, а главное участие. Поэтому с улусов люди приезжают учатся, наши как бы уже профессионалы почти им показывают. Так что... На спартакиаде принимает участие целая династия горнолыжников. Это сыновья, племянники и внуки одного из зачинателей этого вида Валерия Кимовича Иевлева. С братом у него уже получилось, что он его довел до КМСа. То есть вот потом он своего внука, моего племянника Сергея, то есть он его тоже повозил по соревнованиям, вот получилось у него. Ну, трасса вообще хорошо стоит, конечно. После первой попытки на разбитой трассе начинается работа с судей. Владимир Бондаренко добавит несколько изюминок. Участники по ней уже ходили, а элемент какой-то внезапности все-таки должен быть, поэтому мы сейчас маленько ее переставим. После обеда прошли соревнования по параллельному слалому. Самое главное, нужно быстро все их объехать и обогнать соперника. И все палки проехать зигзагом. С завтрашнего дня на живописной местности горнолыжной базы «Горизонт» стартует соревнования по сноуборду. Спасибо, Нерингри, с нетерпением будем ждать зрелищных виражей от сноубордистов. А сейчас снова вернемся на лыжную базу ЦПЛ, где во второй половине дня прошли соревнования по ориентированию. Наш корреспондент Александр Лысак без лыж решил угнаться за спортсменами, и поэтому нам удастся увидеть реальную глубину алданских сугробов. Как и накануне, спортсмены стартуют с минутным интервалом. Юниоры и взрослые бегут вперемешку. Главное отличие от вчерашней гонки – вспомогательных флажков, проложенных на всей трассе, уже нет. Дорогу выбирают сами, где лучше, где как быстрее добежать. Подскажите, куда ушел парень? Оттуда пришел. Сохраняются контрольные пункты, на которых нужно отмечаться. Посетил не все КП, тебя дисквалифицируют. Вынужденные остановки для отметок не мешают спортсменам быстро передвигаться. 5-километровая трасса состоит не только из широких участков. Лыжню прокладывают и в лесу. И чтобы съемочной группе угнаться за участниками, нужны лыжи или снегоступы, потому что в обычной обуви можно легко провалиться в сугроб. В сегодняшнем заезде участвуют около 80 лыжников, среди которых много новичков, незнакомых с ориентированием. Среднее время прохождения дистанции – 40 минут. Далее стандартная процедура. Судьи собирают карты и метки. Затем они уходят на подсчет. Через пару часов становятся известны имена победителей. Тот, кто выигрывает, ему всегда тяжелее всех. Поэтому не скажу, что было легко, но справились со своей задачей. Свежий снег выпал, поэтому было немного тяжко идти. Вот, а так все хорошо было запланировано, дистанция была интересная. Конечно, без медалей чемпионы не останутся. Завтра во время официальной церемонии награждения спортсмены получат заслуженный золотой медаль. Нерингри, мы предлагаем сейчас нашим телезрителям показать прекрасных претенденток конкурса «Снежная королева Спартакиады» из Алдана. Мы снежные королевы. Я снежная королева. Я снежная королева. Я снежная королева. Я снежная королева. Я царица, я не королева. Я снежная королева. А у вас есть кем похвастать? Конечно, Алдан, присоединяйте и нерингринских красавиц.